Добрый день, дорогие ребята! Начинаем урок литературы. Тема нашего урока – Николай Васильевич Гоголь. На этом уроке вы знакомитесь с краткими сведениями о жизненном и творческом пути Гоголя, развиваете кругозор и интерес к изучению творчества писателя. Это Николай Васильевич Гоголь. Родился 20 марта 1809 года, умер 21 февраля 1852 года. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей. Так Гоголь объяснил свою главную творческую задачу в выбранных местах из переписки с друзьями. Это дом, в котором родился Гоголь. Отец Гоголя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, служил при малороссийском почтамте. В 1805 году уволился и женился на Марии Ивановне Косеровской, матери Гоголя. Мама Гоголя, Мария Ивановна Косеровская, была первой красавицей на Полтавщине. Жила семья на Украине, в собственном имении Васильевки. Здесь прошли детские годы писателя. Семья большая, 6 детей, дружная, культурная. Отец писал комедии, в доме устраивались театральные постановки, на которые приглашались гости. Сам Гоголь в детстве писал стихи, мать заботилась о религиозном воспитании сына. Это комната матери, а это комната самого писателя. Полтавское уездное училище. Здесь обучался Гоголь с 1818 по 1819 годы. Гимназия высших наук в Нежине. Здесь Гоголь занимается живописью, участвует в спектаклях, как художник-декоратор и как актер пишет лирические стихотворения, трагедии, историческую поэму, повесть. Окончив гимназию в 1828 году, Гоголь едет в Петербург. Испытывая денежные затруднения, делает первые литературные пробы. В начале 1829 года появляется стихотворение «Италия», а весной того же года поэма «Ганс Кахельгартен», изданная под псевдонимом В. Алов. В июле 1829 года сжигает нераспроданные экземпляры и уезжает в Германию, откуда вскоре возвращается. В конце 1829 года начинает служить в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел. С апреля 1830 до марта 1831 служит в департаменте уделов, сначала писцом, потом помощником столоначальника. Гоголь в Петербурге. В это время Гоголь усиленно занимается литературной работой. 1830 год печатает «Вечер накануне Ивана Купала». Знакомство с Пушкиным, Жуковским, Плетневым. Материальное положение тяжелое. Чтобы его поправить, дает уроки. Затем по ходатайству Плетнева становится преподавателем истории в Патриотическом институте. В этот период выходят в свет вечера на хуторе близ Диканьки. Гоголь стал знаменитым.
1833 год самый напряженный. Мучительные поиски дальнейшего творческого пути, занимается изучением истории украинской и всемирной. В июне 1834 года был определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при Санкт-Петербургском университете. Одновременно он в глубокой тайне пишет повести, составившие впоследствии два его сборника «Мир-город» и «Арабески». В 1835 году заканчивает преподавательскую деятельность и занимается только литературной работой. В 1835 году начинает работать над «Ревизором». Премьера пьесы состоялась в Москве в Малом театре. В июне 1836 года Гоголь уезжает за границу. Он прожил там в общей сложности 12 лет. Жил и в Германии, и во Франции, и в Италии. За границей Гоголь работает над поэмой «Мертвые души», сюжет которой был подсказан Пушкиным. В сентябре 1839 приезжает в Москву и приступает к чтению «Мертвых душ». Всего было прочитано 6 глав, восторг был всеобщий. Потом уезжает в Вену, его постигает приступ тяжелой нервической болезни. С конца сентября 1840 по август 1841 Гоголь живет в Риме, где завершает первый том «Мертвых душ». С 1842 по 1845 год живет за границей в Италии, работает над вторым томом «Мертвых душ». В начале 1845 у Гоголя появляются признаки нового душевного кризиса. В конце июня или в начале июля 1845 в состоянии резкого обострения болезни Гоголь сжигает рукопись второго тома. В 1847 году в Петербурге были опубликованы выбранные места из переписки с друзьями. Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» была подвергнута резкой критике. Все эти отклики настигли писателя в дороге в Германию. Здоровье мое потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги. Дивлюсь сам, как я еще остался жив. 1849-50 годы живет в Москве. Весной 1850 года Гоголь предпринимает первую и последнюю попытку жениться, делает предложение Анне Вильгорской, но получает отказ. Москва, Никитский бульвар, 7. В этом доме с 1848 по 1952 год прожил Николай Васильевич Гоголь. Здесь же в феврале 1952 года он и скончался. В левом крыле дома находятся комнаты, в которых жил Николай Васильевич, спальня, где он работал, переписывая свои произведения. Работал Гоголь стоя, переписывал произведения сидя, знал все свои крупные сочинения наизусть. Часто можно было слышать, как он прогуливался по комнате и проговаривал свои произведения. Это письменный стол Гоголя. Чернильница писателя. Портфель писателя. 22 февраля Гоголь умер в своей последней квартире в доме Талызина в Москве. Это комната, где скончался писатель. Похороны писателя состоялись при огромном стечении народа на кладбище Свято-Данилова монастыря, а в 1931
год останки Гоголя были перезахоронены на Новодевичьем кладбище. Поклонников Гоголя можно порадовать. Он находится на втором месте среди писателей-классиков по продаваемости, опережая Чехова, Пушкина, Достоевского и Толстого и уступая только Бунину. То есть с этой точки зрения сейчас именно его можно назвать главным классиком XIX века. Так отдадим же должную дань и уважение главному классику XIX века. Домашнее задание. Прочитать о творчестве Гоголя, страница 237. Ответить на вопросы, страница 241. До свидания, ребята!